Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина, и начну сегодня с хорошей новости. Помните щенок с остановки? Сразу после передержки в Якутске улетел в Новосибирск, в семью Александры. Уже встретили, уже познакомился с хозяйским лабрадором. Похоже, что лабрадор принял щенульку, а назвали ее Айза. «Милость Бога» означает в переводе. И вполне рад такому прибавлению в семье. Есть с кем играть, забавляться, есть кого учить уму-разуму. Лабрадор тоже из подобранных спасенышей Александрой. Александра, спасибо вам большое за милосердие, за вашу душу, за то, что позвали, и ему не пришлось мыкаться по передержкам. Так, ну вот таких двух щенков вот они нашла. Ёпти мать, где вы? Вообще, это парк, помойка. В общем, здесь, видать, выкинули. Боже, недавно, видать, выкинули. Все в снегу извалялись. Все. Друзья, в начале марта, когда еще по ночам было минус 35, ночью у мусорных баков в парке нашли вот таких трехнедельных щенков. Щенки этой женщине не нужны. Десяток своих псов, спасенных, которых хозяин дома требует убрать со двора. Они лают, соседи бунтуют, есть риск расстрела. Она взяла под мое честное слово, что после прививок я найду им семьи и быстро вывезу. Но мне их везти некуда. Всех аналогичных щенков, что я вывозила, они у меня зависли. Я обращаюсь к семьям. Друзья, возьмите, пожалуйста, хоть по одному. Или надо их было оставить в мороз у мусорных баков. Вы знаете, почему отпадает желание спасать? Потому что они никому в последующем не нужны. Вот сейчас она просит забрать, но некуда. В следующий раз пройдет мимо. Отзовитесь, пожалуйста. Друзья, мы пережили еще одну зиму. Точнее, пережили животные, те, которые выжили. А мы, люди, особо чувствительны были именно зимой, когда им совсем было плохо, когда их нещадно выкидывали в мороз и не пускали погреться ни в подъезд, ни в какой-то тамбур. Когда они жмутся к дверям, тянутся к людям, не в лес уходят, нет, маленькие, а понимают, что только человек или пожалеет и согреет, или прогонит, или пнет. В те холодные февральские ночи мыкались по Якутску два щенка, каждый сам по себе, не связанные между собой. Одного прогоняли из подъезда, а когда удавалось где-то в тепле оказаться, то быстро засыпал. Потом подобрала его девушка и требовала, чтобы забрали волонтеры, иначе она на завтра увезет его в ППЖ, своего рода шантаж. Вот тогда от этой девушки и пришлось срочно забирать. Вела она себя неадекватно. Щенок, а назвали его Кнопа, оказался очень смышленным, любвеобильным и благодарным. Так радовался всему, и кошкам, и теплу, и человеку. Второй щенок, что побольше, совсем гонимый, пытался заглянуть в магазины, терся около них, таким несчастным смотрел на входящих в двери людей. Хотел согреться, никто его не пускал даже в тамбур. И это продолжалось не один день. Моя душа не выдержала, забрала я его на передержку в Якутске. Мне он показался смышленным, таковым он и был. Назвали его Дик. Итак, эти два ребенка оказались на очень временной передержке в Якутске с условием, что после прививок я вывезу их быстро. Жили там с кошками, выгуливать не получалось. Дома сидели одни, хозяйка до ночи работала. Выстояли, выдержали 2 месяца. Многое прошли, порой не было еды. Но все позади. Щенки радовались теплу. Они, как никто, знали, что такое обжигающий мороз, боялись быть выкинутыми, поэтому не обижали никого, ни друг друга, ни кошек. Ночью сладко засыпали в кошачьих лежанках, днем играли с кошками. А вот теперь пришло время их вывозить.
Друзья, приглядитесь к ним. Но насколько же они замечательные? Неужели они не торкают ваши души? Неужели только я читаю в их глазах столько боли, столько пережитого и столько любви и благодарности к человеку? Но позовите же их к себе и помогите им улететь из этого города. Помогите на дорогу. И если опять не будет семей, то мне не на что будет их кормить. В первую очередь я очень жду от вас звонков. Кто пожелает взять хоть одного, пожалуйста, пожалуйста, помогайте. Без вас не справлюсь. Коротко и с болью говорю я об этом.